Мой видеорассказ называется «Перечитывая Твардовского». В этом году, 21 июня, исполнилось 110 лет Александру Трифоновичу Твардовскому, любимому поэту нескольких поколений якутян. Александр Трифонович приезжал в Якутию в 1953 году. На этом слайде видите вырезки фотографий из газет того времени. Он был в пионерских лагерях, открытых вблизи города Якутска, и был принят в почетные пионеры. Наверное, среди нас живут те самые пионеры, которые с волнением встречали его, слушали его рассказы и стихи. В том же 1953 году Твардовский участвовал в работе Третьего съезда писателей Якутии. На этой фотографии он с якутскими писателями, саланхасутами. Александр Трифонович ездил еще в Вилюйск и Пнегино-Кангаласский район. Вот на этой фотографии он в гостях у знатного овощевода Михаила Егорова. Дружба якутских писателей и Твардовского продолжалась. Это уже 1957 год. Во время вечеров якутской литературы и искусства в Москве. Имя Александра Твардовского стало широко известно с 1944 года, хотя он писал стихи еще в юности. Именно в 1944 году в библиотеке Красноармейца была издана его книга «Василий Теркин. Книга про бойца». Это любимая книга бойцов, сражавшихся на фронтах. И эта книга же была любимой и для самого поэта. Он ее называл истинным счастьем. Василия Теркина на якутский язык в 50-х годах начал переводить на якутский язык талантливый переводчик, поэт-фронтовик Макаров Гаврил Иванович Дён Дяңылы. Но он рано умер, и его работу продолжил Савин Степан Афанасьевич «Күн деревня». Книга «Василий Теркин» на якутском языке увидел свет в 1970 году. К сожалению, в том году из жизни ушел сам переводчик Күн деревня. Василий Теркин был любимым и для скульптора-якутянина Прокопия Ивановича Добрынина. Он тоже фронтовик. В 1941 году он был мобилизован и вместе с другими московскими художниками занимался маскировкой важных объектов города Москвы. Потом ушел добровольцем на фронт, был дважды тяжело ранен, награжден орденами и медалями. После демобилизации он начал увековечивать образы своих однополчан в скульптуре. И здесь на этом слайде вы видите Василия Теркина в окружении бойцов. А здесь Василий Теркин, это уже 1959 год, со своей гармонией. И матрос, тоже сделанный ранее, в 1947 году. Работы Прокопия Ивановича хранятся во многих музеях бывшего Советского Союза. У нас в республике много работ хранится в Национальном художественном музее. И должно быть, они есть и в Краеведческом музее. В 2019 году
Народный поэт Якутии Наталья Харлампьевна написала статью «Твардовский и Якутия», и эта статья вошла в ее книгу «Признание в любви». Надо отметить, что сама Наталья Харлампьева еще в 2003 году стала лауреатом литературной премии имени Александра Твардовского. Вручали премию на родине поэта на хуторе Загорье. Семья Твардовских была репрессирована в 30-х годах. Она была довольно зажиточной, и семью сослали в ссылку, а по данным историков, усадьбу земляки сожгли. На родину, на свою историческую родину, Александр Твардовский вернулся осенью 1943 года. И он с горечью говорил и писал: «Я не узнал даже пепелище отцовского дома, ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек». Семья Твардовских была реабилитирована только в 1996 году. В 80-х годах большой друг якутских писателей Вадим Дементьев подал инициативу о возрождении усадьбы Твардовских на Загорье. Всем миром восстанавливали эту усадьбу с 1986 года. Благо, были живы еще родные, земляки, и музей-усадьба Твардовских открыли в 1988 году. А в Смоленске появился памятник Твардовскому и Василию Теркину. Это единственный памятник, изображающий автора и вымышленного героя вместе. На самом деле и во время войны, и после нее читатели, поклонники Твардовского считали, что Василий Теркин и есть сам Александр Твардовский. Есть одно произведение Александра Твардовского, которое связало Якутию и Россию навек. Это стихотворение, очень известное «Я убит под Ржевом». В 2005 году была издана книга фронтовика, участника сражений на Ильмень-озере Ивана Михайловича Павлова «Сахалар Ржев Вязьма Кыргыгыларгар». Якуты на сражениях на Ржеве и Вязьме, в прямом переводе. В этой книге я нашла имя Льва Николаевича Павлова. И вот такое письмо, отправленное командованием части Президиуму Верховного Совета ЯССР, тоже говорилось о нем, но только тут не указывалось, где он погиб. Оказывается, он погиб под Ржевом. И вот этот Павлов в биографии в некоторых местах пишут, что он получил повестку Вилюйске, в других публикациях есть, что он ушел на фронт из Алекминска. Но доподлинно известно, что депутат Верховного Совета ЯССР Лев Николаевич Павлов первые годы войны, по всей видимости, с 1938-1939 года, был первым секретарем райкома Кобяйского района. То есть издание книги «Уточнение тех воинов, погибших под Ржевом», вносит определенные уточнения биографии таких известных людей. Возрождение имен погибших воинов под Ржевом в Вяземском котле не могло не заинтересовать поэта
Гаврила Андросова. В 2018 году был издан сборник его стихотворений, куда вошло его произведение «Ржепка сура сок сюппет саха саллатын тихак рыта». Последняя песня якутского солдата, пропавшего без вести под Ржевом. К сожалению, это стихотворение еще не переведено на русский язык. Я попробую по фотографиям тех военных лет, пыталась найти именно те фотографии, которые были сняты в 1942-1943 году именно под Ржевом. Рассказ ведется от имени якутского солдата, оставшегося в живых после жестоких сражений. По всей видимости, вокруг него не было и живых однополчан. И он знал, что доживает последние секунды, но заряжал непослушными руками диск пулемета. Была зима. Над ним белое солнце, вокруг него белый снег. Он вспоминал рассказ дедушки Абатуры, который погибал только тогда, когда причинит существенный ущерб врагу. И последние минуты молоденький солдат оглядывается и с удовлетворением отмечает, что он тоже батур из рода Адунхана, и он тоже принес ущерб врагу. Так позади солдата стоял подбитый железный тигр, превращенный в консервную банку. Вокруг валялись трупы эсэсовцев, напоминающих черных псов, не сумевших одолеть медведя. А впереди заглохший дзот, из которого валил черный дым. Последняя картина перед его глазами – это юнкерсы, улетающие на запад. Умирал солдат известным, умер неизвестным. Так писал Роберт Рождественский. 30 июня 2020 года был открыт Ржевский мемориал советскому солдату. Присутствовал президент России Владимир Путин, и он озвучил, что здесь в сражениях погибло более 1,5 миллиона человек. Этот памятник 25-метровый, и он соткан как бы из лучших произведений о войне, написанных нашими талантливыми поэтами, и даже пишут, что авторы, молодые скульпторы, использовали образы из фильма «Баллада о солдате». И прежде всего, конечно, здесь большое значение имело стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Ржевом». Вот здесь видите строки его стихотворения. А передней южной грани холма врезана ниша, в которую помещена наклоненная черная мраморная плита. На ней по центру расположен бронзовый барельеф в виде советской пятиконечной звезды, окруженной лавровым венком, под которым позолоченными буквами нанесены строки из стихотворения «Я убит под Ржевом». Мы за Родину пали, но она спасена. Александр Твардовский писал: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Конечно, журналист-фронтовик знал, что о
сражениях под Ржевом о Вяземском котле в советское время запрещалось не писать и говорить, и писать запрещалось. В этом же году, в год Великой Победы, Национальный архив издал книгу «Воины-якутяне. Битве под Ржевом» в 1942-1943 годах. Есть в книге приложен список воинов-якутян, погибших в боях за освобождение города, с краткими данными о них, когда погибли и где захоронены. Многие из них умерли от полученных ранений и пропали без вести. В списке более 1000 воинов, но поиски продолжаются, и выявляются все новые и новые сведения о тех кровопролитных боях, продолжавшихся 14 месяцев. Все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, кто ищет своих родных, пропавших без вести, кто ездит за хоронением дедов, прадедов, они знают, что в 1985 году, в год 40-летия Великой Победы, Ржев выезжала делегация из Намского улуса. Она привезла на могилу павших земляков горсть родной земли и тогда же провела переговоры с руководством Ржева о возведении памятника павшим воинам-якутянам. Так началась история Ржевского мемориала. В 2005 году у мемориального памятника воинам-якутянам был воздвигнут и торжественно освящен храм-часовня Николая Чудотворца. Инициатором строительства этой часовни выступил народный депутат, председатель Госсобрания Ильтумен Нюргун Тимофеев. В 2010 году в Намсах присвоили улице Ржевская. Через 2 года уже в поселке Победа Ржевского района 4 мая состоялось торжественное открытие новой улицы Намская с участием, опять-таки, делегации из Намского улуса. Улица названа в знак признательности и благодарности жителей поселка за проявленный героический подвиг воинов-якутян, призванных из Намского улуса, погибших и захороненных у этого поселка. Буквально на днях поэтесса, прозаик Елена Васильевна Слепцова-Корсунах издала новый роман. Роман называется «Беги ты нахпыт, мы живые». Это роман о Лукине Василии Даниловиче, участнике боевых действий с 1942 года в составе Калининского фронта под Ржевом. В дальнейшем он участвовал в других наступательных операциях, освобождал Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Таким образом, произведение Александра Твардовского «Я убит под Ржевом» вот в новом тысячелетии как бы набирает новую силу, и у нас появляются не только исторические издания, но и стихи, и вот, например, роман. Я уверена, что тема этих сражений, память о тех погибших, пропавших без вести, найдут отражение и в других произведениях наших писателей, историков, краеведов. Спасибо Александру Твардовскому, нашему любимому поэту, имя которого описано навсегда в истории Якутии.